Hello everybody, my name is Rose and today I'll be a teacher of English. Урок начался. У преподавателя в общей сложности 15 минут. За это время нужно успеть объяснить новую тему. Быстро, коротко, о главном. В проекте принимают участие лучшие учителя республики. У каждого своя методика обучения. Да, нелегко было работать на камеру, не видя глаза детей, не слыша их голоса. Нелегко работать без обратной связи. Но я скажу, что мне помогло. Я нашла такой выход. Я начала представлять перед собой свой класс. И это очень помогло. Также я, зная, как будут отвечать мои дети на тот или иной вопрос, как они справятся с заданием, предложенным в рамках урока, я смело шла к следующему этапу урока. Это очень сильно помогло. Уроки проходят ежедневно, минимум 15 занятий в день. В общем, это 3 часа эфирного времени. Проект охватил все 14 предметов. С понедельника по пятницу транслируются уроки для учащихся с 1 по 8 класса, а для 9, 10 и 11 классов на выходных. Расписание размещено на сайте Министерства образования и науки Чеченской Республики. Проект «Телешкола» – это совместный проект телерадиокомпании «Грозный» и Министерства образования и науки Чеченской Республики. Проект запущен сравнительно недавно, 22 апреля у нас был первый выпуск этого проекта, и заканчивается он тоже, как обычный учебный год, в конце мая, 29-го. Билал занимается с виртуальной школой с начала запуска проекта. Новый формат, интересная подача – самое главное. В программе участвует его классный руководитель, что стало для мальчика дополнительным стимулом. И программу классный руководитель, со школы учителя шбутига. Благодаря этой программе стал заниматься до я за декретную программу. Для меня была очень хорошая новость, что они придумали вот этот проект «Телешкола». Не нужно подключаться к интернету и нервничать из-за этого. Лишний раз включил телевизор и просто посмотрел передачу. Очень удобно для детей. По словам организаторов, свою основную цель – поддержка учебного процесса в условиях сложной эпидемиологической ситуации – проект достиг. Уже видны хорошие результаты. Такой формат начали использовать и в других регионах России. Федеральный центр также заинтересовался проектом. Амина Шалагириева, Магомед Бачаев, Аслан Висхаев. Неделя.